Какая роль отведена телевидению в решении важных исторических вопросов? Почему освещение фактов и обнародование реальных интервью становится притчей во языцах многочисленных, как выяснилось, кнопочных героев и не только? Комментировать или нет компетентным представителям то или иное обстоятельство в эфире – дело добровольное. Но если уж сказали свое слово, то за него надо держать ответ. Мадина Пугуева подробнее. Малоосведомленные жители республики предпочитают верить слухам, если они имеют широкий резонанс, в то время как телевизионная журналистика вынуждает сокращать интервью до допустимой нормы. Его максимальная длительность в новостном сюжете составляет 25 секунд. Чтобы укладываться в рамки информационного сюжета, сотрудники национальной телерадиокомпании, как и положено, придерживаются правил записи и монтажа. А потому можно смело утверждать, что негативные комментарии в адрес НТРК Ингушетии не имеют под собой каких-либо оснований. 90% тех, кто там на все это реагируют, это люди, которые каким-то образом болеют душой за все происходящее вокруг, в том числе и за дела, касающиеся республики. Болеющие. Но вокруг них, или среди них, или перед ними, или во главе их стоят люди, которые, на мой взгляд, преследуют какие-то свои цели. В данном случае не просто обсудить то, что происходит, не пытаться разобраться, а сразу сходу вешать ярлыки. Это предатели, эти все продали, журналисты все врут, а люди, которые, сообразуясь со своим здравым смыслом, говорят, что да, действительно, определение границ необходимо, сегодня становятся, преподносятся чуть ли не как враги. Когда люди говорят, что нас там подвергли монтажу, наше высказывание вычислили, мы это тоже понимаем, что на них идет вот это давление в соцсетях. Мы просто говорим, будьте честнее, не надо ссылаться на то, что какие-то злокозненные журналисты специально что-то монтируют, вырезают, почищают. Мы всегда имеем один аргумент. У нас есть полная запись всего, что происходит. Кто что говорит. И мы всегда следуем главному принципу журналистики – быть правдивыми. Любое, даже ложное упоминание о политическом состоянии в регионе подхватывается интернет-ресурсами, администраторы которых спешат опубликовать непроверенную информацию для накрутки подписчиков. Пытаясь обострить ситуацию вокруг соглашения глав двух регионов об утверждении границ Ингушетии и Чеченской Республики, анонимные пользователи публикуют информацию о том, что депутаты Народного собрания в знак протеста складывают с себя полномочия народных избранников. Ситуацию прокомментировал начальник отдела пресс-службы Ингушского парламента Якуб Манкиев. Народное собрание Республики Ингушетия продолжает работать в плановом режиме в соответствии с утвержденным ранее планом законотворческой деятельности на осеннюю сессию текущего года. На ближайший вторник, 2 октября 2018 года, назначено очередное заседание Совета парламента. Информация, распространяемая в сети о прекращении некоторыми депутатами Народного собрания Республики Ингушетия своих полномочий, не соответствует действительности. Никто из депутатов Народного собрания Ингушетии письменного или устного заявления о прекращении своих полномочий или о сложении мандата не делал. Все депутаты Народного собрания Республики Ингушетия продолжают исполнять свои обязанности. Просил бы наших уважаемых жителей не доверять сообщениям о якобы экстренных совещаниях или заседаниях парламента, посвященных этому вопросу. Решение парламента Республики Ингушетия, касающееся границ республики, публично будет доведено до всех жителей республики. На данный момент дата рассмотрения законопроекта об утверждении границ между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия не определена. Обсуждение проекта закона и, соответственно, голосование по нему в парламенте Ингушетии еще не было. Пытаясь дестабилизировать ситуацию в регионе, отдельные заинтересованные в этом люди толкают молодежь Ингушетии на необдуманные шаги, делая их зачинщиками и инициаторами конфликтов и споров, которые, вероятнее всего, приведут к нежелательным последствиям. Лжепатриоты в попытках расшатать ситуацию предлагают провести общенациональный референдум. Референдум в подобных случаях совершенно неуместен. Референдум бывает только тогда, когда установленные границы между двумя субъектами меняются одной стороной или пытается изменить одна сторона.
И вот для того, чтобы изменить установленные границы, для этого необходимо, для того, чтобы пришли к согласию, необходимо провести референдум обеими сторонами. В данном случае установленных таких границ не было. Вот если мы сегодня установили границы наши, и завтра кто-то попытается это сделать, мы можем, то есть изменить установленные границы. Вот тогда и та сторона будет тоже должна провести референдум. То есть референдум проводится обоюдно, с обеих сторон, так скажем. И поэтому здесь вопрос совершенно неуместен. Ни о каком референдуме речи быть и не может. Поэтому слава Богу, что мы сегодня устанавливаем границы, и слава Богу, что я знаю, до какое место распространяется мой дом и где я живу. Это же самое главное. Беспрецедентное давление со стороны противников соглашения оказывается и на тех, кто выступает за утверждение границ, и на депутатов, и на телевизионщиков. Мы же, в свою очередь, стараемся не поддаваться провокациям и критике, оперативно подавать своему зрителю достоверную и официальную информацию из первых уст. И если пользователи соцсетей, прикрываясь демократией, продолжают анонимно осуждать тех, кто осмелился высказать собственное мнение, то национальной телерадиокомпании другие принципы – открытость и честность. Эта анонимность, конечно, я считаю, с моей точки зрения, это становится уже вседозволенностью. Официальные средства массовой информации, государственное телевидение, радио, они никогда себе не позволят говорить анонимно, никогда себе не позволят перевирать факты. Наверное, поэтому их так и боятся. Здесь надо стать перед камерой, показать свое лицо, показать свои глаза и говорить, формулировать свои мысли и доносить их до зрителя. Это тяжелее, это сложнее, это ответственнее. Поэтому, наверное, и стараются в Инстаграме. Там анонимно, там можно все что угодно. Там нет ответственности. Высказывать свое мнение или не высказывать свое мнение – это личное дело каждого человека. Но мы сегодня, как средства массовой информации, как люди, которые формируют общественное мнение, доносят до широкой общественности то, что происходит, доводят, информируют общество. Мы сегодня сидеть и не работать не можем. Мы обязаны делать свою работу. Мы обязаны приглашать сюда чиновников, официальные лица, экспертов и вместе с ними разбираться в ситуации. Нужно показать карту, мы ее показываем. Нужно попросить прокомментировать работу комиссии по определению границ. Мы это просим делать. Нужно нам, чтобы люди высказывали свое мнение. Мы просим их высказать свое мнение. И честно, и без вырезания каких-то моментов, только вычищая материал, делая его в формате телевидения, выдаем это в эфир. Ну и напоследок хочется напомнить, что если пользователи соцсетей могут основываться только на сомнительной публикации в интернете, то у телевизионщиков всегда есть железный аргумент камера, которая фиксирует абсолютно все. Поэтому попытки обвинить сотрудников национальной телерадиокомпании в некомпетентности и неверной подаче информации – пустая трата времени. Мадина Пугоева, Рахман Цуров, Новости 24.